Вчера было 7 штук, по-моему. Так, ну сейчас вроде пара. Ну, собираются пока. Ждут Да. остальных, короче. Слушай, разодарились 2 человека. Это 3 самца. 3 самца, да. Вчера у них такие бои были, может, не все выжили. Ага. Что тестостерон с мужиками делает, а? А вот этот слева, там немножко в стороне, Да. это тоже, по-моему, самец, но он такой стеснительный. Он сначала, знаешь, такой расфуфырился, подошел, эти начали драться, он развернулся, ушел обратно. Ух ты какой. Это что, они уже гормоны заиграли? Ну давай, поделитесь, пару перьев, выдерните друг у друга. Берем сейчас они, вон еще один, двое, вон прилетели. Кто-то там в серии летает. О, догоняй, давай, догоняй. Ну тот видишь, что мелкий, он мелкого гоняет. А, он в стороне справа тоже туда же бежит. Ну, что, прилетали уже? Так, 5 штук собралось. Слушай, сколько сейчас времени? 6:30. 6:30 Они вечера. Часов в 7 таковать, наверное, начнут. 2 группировки. Ух, давай, давай. Ну, надо, чтобы полная перья повылазила, блин. А тут наскочили и все. Какие-то скучные ребята. Малострельных, главное хорошо снять. Ну, извините, как получается. Да. Например, в этот заезд вообще, в принципе, эту сетку не откидывал. А. Куда там в небо стрелять, патроны тратить, по 100 рублей выстрел. Подождал, покрутил, посадил. Пух! Все, есть гусь. Молодец. Интересно как бы пострелять. Ну, В лед, да. что-то, блин, с нынешними ценами дороговато выходит. Да. Охота все для супербогатых все больше становится. Но с другой стороны, правильно, выстрел, дичь, выстрел, дичь. Такой шикарный манок. Кто посоветовал купить и где? Тихо, тихо. Где-то кружат тут. Это из Пусогорский в охотмагазине брал. Ага. Он просто единственный был.
Здорово. Здорово подманиваешь, здорово стреляешь. Так это даже насколько эффективнее. Когда он сел, ты прицелился, стрельнул. А так воздух, куда ты стреляешь, хрен поймешь. Патроны нынче дорогие. Да. Лучше будем разрабатывать легкие. Ой. Белолобый. Ну, нефиг летать. Мимо специалистов. Не-не-не, пускай летает. Не, пускай. Да я обеими руками за. Сразу, видишь, вышел, тут еще другие прилетели. Их тоже можно было, наверное, подманить. Ну, давай. Подманивай, все. Будем стараться. Братан. Семь метров. За 7 метров гусь Ну, я сел. не знаю, он вот здесь перед чучелами сел, я не знаю, ну метров 7 вот напрямую там. Ага. Ну, чучела, значит, работают. Ну, Да, работают они, как бы на них очень сильно внимание обращают. все-таки чучела гусиные сильно привлекают. Сильно. Это вот этот что-то подальше сел. А, предыдущая пара тоже, там не пара, там штук 7 села. Вот я пару, которую взял-то, они за чучелами сели. Ну, как бы на расстоянии выстрела там спокойно. Называй снова. А, ты ждешь, пока они пролетать будут? Тогда гага. Нет, я слушаю, когда они Вякнут где-нибудь. где-то вякнут, да, ты отзываешься, и они потом начинаешь тут Ага. кружить. Все. Было так, то, что стая пролетела большая, как бы что-то так посмотрели и улетели. Через какое-то время вот эти 7 штук от них вернулись, не знаю, там минут 20 прошло. Я просто сидел, ждал, гага, и они плюх сразу сюда. И все, вот два туда и взял. Отлично. А так вставай, это все откидывай, она где-то что-то зацепится. Слушай, мне кажется, я не зря тут мучился, топал. Через это болото. Кошмар. Дойти до этого места, тут вроде еле хватало там места. Ох, нелегкая эта работа ходить по болоту. Где-то в том районе подранок грохнулся. Редиска сразу не захотел. Болото оно такое. Столько килокалорий забирает по нему ходить.
Не нашел? Не. А, ну не судьба, значит. Ты так в легкую по болоту бегаешь, кошмар. Я вчера пока дошел до засидки, весь выдохся, а ты в легкую туда-сюда. Практикуемся. Ну да. Ну ты на целые сутки больше тут. Мышцы набил. На 2 сезона больше. Это вверх залез, там, думаешь, лучше слышно и видно? Позвонить можно? Здесь видео можно смотреть. Здесь 4 Да человека. ты чё, нифига. Интернет достает. Ну вон у меня жена спрашивает, какие у дочери уроки на завтра. Они ж там не могут спросить ни у кого. Где-то до них 500 километров близко. Ну как минимум, да. Я же на болоте знаю домашнее задание. Да. А там нет ни одноклассников, ни учителя, ни вообще никого нет. Ну, выручай, что ж делаешь. Ну, на болоте костер приходится таскать с собой. Так что без горячего чая мы не живем. Занимаемся обедом. Война, обед по расписанию. Ну, морковь это вообще дело святое. В суп положить. Как у вас тут все продумано, сразу и суп будет, и поджаренный лук с морковью будет. А вот как суп без зажарки-то? Не говори. Ну, молодцы, ребята. Как у вас все продумано тут было? Есть. Так, и мясная проблема через колбасу уже решена. Куда в России без картошки? Картошку не ешь, не поработаешь. Так, ну мне тоже надо что-то вклад внести в суп. У меня пачковый суп. Мясной с вермишелью. А моя пачка супа влезет сюда? Влезет. Ага. Ну, у тебя серьезный подход. Так, ну что, поближе к тебе? Да. Зато не содержит ГМО. Там даже арахис есть, да? Да. Орехи, арахис, горчица, сельдерей. Ну, Но это я не знаю, там написано, используется на производстве. Может, они это все по одной линии просто пускают? Сначала суп, потом арахис. понял. Эта линия Сникерс, наверное, одновременно делает с этими супами. Ну, наверное. Слушай, аппетитно выглядит. И запах первый сорт. Слюнки потекли. Готовенько. Все, первый сорт. Ну, наслаждаемся жизнью, то бишь обедом. Да. Ну, Господи, благослови. Слушай, по-моему, в ресторанах так не кормят. Почему в тайге суп на порядок вкуснее, а? По секрету, потому что мужики обычно готовят в лесу. Ты молчи. Военную тайну не выдавай. Это не первый сорт. Это супер первый сорт. Классно. Ну что, у нас весна. Вечерняя заря будет притекать потихоньку в утреннюю. Какая завтра погода, интересно, будет. Северо-запад у нас и весь в облаках. Не дай бог завтра туча. Не дай бог еще снег завтра выпадет. Вот смеху будет.